Якутия. Полюс холода. Здесь однажды термометры отметили 71 градус мороза. В этом скованном вечной мерзлотой далеком крае земли живет более 60 малых народностей. Человечество должно быть благодарно якутским оленеводам за трудное их дело, сберегающее мировое стадо северных оленей, удивительного и прекрасного творения природы. Это слова народного художника РСФСР Афанасия Николаевича Осипова. В облике столицы республики Якутска отражается сегодняшний уровень цивилизации советских национальных автономий. Среди работников народного здравоохранения заслуженный хирург республики, кандидат медицинских наук Матрена Гавриловна Борисова, овладевшая эффективным методом эндоскопических исследований. В якутском филиале Сибирского отделения Академии наук СССР работает ученый с мировой известностью, герой социалистического труда Николай Васильевич Чарский. У местных якутских ученых обширная программа исследований, физических с применением лазерной аппаратуры, геологических. Здесь центр советской алмазодобывающей промышленности. Тут природа собрала почти все элементы таблицы Менделеева. Освоение полезных ископаемых – одна из главных забот Якутии. Занимаясь развитием собственной экономики, автономные республики в то же время решают сложные задачи, связанные с производительными силами и сырьевыми ресурсами, которые находятся на их территории и нужны всей стране. Депутат Верховного Совета Республики Николай Мухин, экскаваторщик Большого горнодобывающего объединения «Якутзолото». Его производственный опыт – настоящая школа для всех, кто с ним работает. Здесь то на одном участке, то на другом вдруг попадаются крупные самородки. Золото. Всенародное богатство — крупные залежи коксующегося угля, обнаруженные на юге республики. В этом районе Советского Союза планируется создание новой мощной угольно-металлургической базы. Здесь проложена якутская ветвь Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, в строительстве которой участвует вся страна.
В какую бы из советских автономных республик не направить объектив кинокамеры, всюду идет мирное строительство для блага людей.